Продолжаем эфир телеканала выпуском новостей. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. В травмпункте Якутска продолжают поступать люди с обморожением. Проблему обсудили в столичной мэрии. Почти 900 выездных рейдов по контролю за соблюдением противоэпидемических мер провели в регионе за минувшую неделю. Якутия и Приморье будут вместе развивать туризм. Направления стороны обсудили на совете во Владивостоке. Травматологический пункт столицы республики принял 9 горожан с обморожением на минувшей неделе. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения во время общегородской планерки сегодня. Среди пострадавших числится один несовершеннолетний. По данным якутского УГМС, в понедельник прошлой недели температура воздуха в Якутске варьировалась в диапазоне от минус 22 до минус 24 градусов. К концу недели 13 декабря показатели достигли минус 47 градусов. Также за неделю зафиксировали 9 обращений после укусов собак, из них 5 безнадзорных. Сотрудники ДПС Нерюнгринского района задержали водителя, который находился в федеральном розыске. Они остановили автомобиль марки Toyota Platz. За рулем иномарки находился мужчина 1988 года рождения, который вел себя подозрительно. В ходе досмотра транспортного средства полицейскими в нише передней панели над автомагнитолой был обнаружен и изъят сверток, перемотанный липкой лентой. Внутри него находился пакет с порошкообразным веществом. Рядом с рычагом ручного тормоза также обнаружили пакет с кристаллическим веществом светлого цвета. При проверке личности водителя по базе выяснилось, что он находится в федеральном розыске. В ходе досмотра транспортного средства сотрудниками полиции было обнаружено и изъято синтетическое вещество, предположительно наркотическое, которое было направлено на экспертизу. В настоящее время задержанный заключен под стражу по решению суда. Теперь об эпидобстановке. За минувшие сутки в Якутии зафиксировали 202 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщила замруководителя регионального оперативного штаба Ольга Балабкина. Из 202 в Якутске 90 случаев. В Алданском районе 16, в Мирнинском 12, в Нерюнгринском 9, в Мегино-Кангаласском 7. Во многих других районах от 1 до 6 заболевших. За сутки лаборатории региона провели более 2100 исследований на коронавирус. Сегодня непосредственно мы продолжаем работать в пределах наших всех учреждений, медицинских организаций, которые у нас есть стационары инфекционные, как в медицинских организациях, так и стационары непосредственно в общежитиях Северо-Восточного федерального университета, в общежитии училища Олимпийского резерва. На настоящий момент оперативных планов по закрытию тех или иных непосредственно стационаров у нас нет. Есть определенные действия по уменьшению количества коек, но тем не менее вот в этом режиме мы будем продолжать работать. Вакцинация медицинских работников от коронавируса стартовала в Якутии. В полном объеме вакцина прошла маркировку, сказала во время брифинга Ольга Балабкина. Через 21 день им предстоит пройти процедуру повторно. Вторую часть вакцинирования медиков, затем соцработников Якутия продолжит, исходя из тех решений, которые будут приняты на уровне Российской Федерации. Ранее мы сообщали, что партия из 300 доз препарата поступила в республику 9 декабря. Впервые вакцину от коронавируса в Якутии поставили в сентябре медицинским сотрудникам, которые непосредственно работают с больными. Президент России Владимир Путин в начале месяца поручил начать масштабную вакцинацию врачей и учителей. Тогда он сообщил, что в стране произведено порядка 2 миллионов доз препарата. Почти 900 выездных рейдов по контролю соблюдения противоэпидемических мер провели в Якутии за минувшую неделю. Об этом в ходе брифинга рассказал зампред правительства региона Михаил Никифоров. Более 100 административных дел и протоколов направлено в суд. Только в Якутске проверили более 200 объектов торговли. В тот час административной комиссии со сводной группой оперштаба города Якутска совместно с Минпредом Республики Саха-Якутия проведены 263 выездных проверки, из них 212 объектов торговли, 39 объектах общепита, 8 объектах бытовых услуг, 4 развлекательных центров. Всего составлено 2 акта комиссионного осмотра, проведено 21 профилактическая беседа. Всего рассмотрено судом одно дело, наложен административный штраф на сумму 200 тысяч рублей.
Навыками, необходимыми для освоения будущей профессии, овладевают воспитанники коррекционной школы-интерната поселка Нижний Куранах Алданского района. В период повышенной готовности учебно-воспитательный процесс не прекратили, однако меры безопасности усилены многократно. Тему продолжит наш корреспондент Татьяна Вахнина. На уроке математики идет закрепление счета. Малышам предстоит посчитать количество действий учительницы и повторить их в большем или меньшем числе. У ребят постарше классный час. Медработник рассказывает школьникам о том, как уберечься от ВИЧ-инфекции. Учебный процесс в коррекционной школе-интернате 8-го вида поселка Нижний Куранах осуществляется в полной мере. Каждая классная комната обеспечена раковиной, также физическое дистанцирование. На уроках дети сидят по одному. В реалиях сложной эпидемиологической ситуации меры безопасности усилены многократно. К слову, детвора знает правила поведения и соблюдает их неукоснительно, полностью осознавая смысл действий, которые еще несколько месяцев назад были неизвестны. Все массовые мероприятия у нас проводятся по классам. В классах, в спальнях и в столовой соблюдается дистанция. Сегодня в школе 8-го вида обучаются 96 детей. Около 30 ребят находятся на домашнем обучении. Почти 70 мальчишек и девчонок проживают в интернате. В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья очень важна непрерывность. И от соблюдения мер безопасности в прямом смысле зависит будущее ребят. Также мы проводим проветривание классов по графику, кварцевание классов, спален тоже проводится по графику. В школе 8-го вида большое внимание уделяется развитию творческих способностей воспитанников. Вышивка и рукоделие, работа с деревом и металлом, рисование и лепка, вокал и хореография. Ребята одерживают победы во всевозможных конкурсах. Пандемия вовсе не ограничила возможности людей посмотреть и себя показать. Некоторые награды уже получены. По части конкурсов ожидаются итоги. Мы ждем результатов республиканского конкурса плакатов «Мы любим спорт», проводимого благотворительным фондом «Харысхал» в рамках инклюзивного онлайн-парафестиваля «Спортивный класс». Творческая группа девушек под руководством учителей технологий приняла активное участие в 3-м республиканском фестивале моды «Долина Туймада» и заняла в номинации «Джинсомания» 3-е почетное место, представив свою коллекцию спецодежды. Учебно-воспитательный процесс в школе 8-го вида не ограничивается получением книжных знаний. Выпускникам коррекционного учреждения открыты не все дороги, и педагоги стремятся максимально развить ребят и дать им навыки к освоению будущей профессии. Татьяна Вахнина, Алданский район, поселок Нижний Куранах. В Якутии нормы физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» теперь могут сдавать и люди с ограниченными возможностями здоровья. Министерство спорта России утвердило нормативы для инвалидов, и первые спортсмены уже попробовали себя. За демонстрацией силы тела и духа наблюдал Александр Хавренко. Ульяна Максимова, председатель регионального отделения общества глухих, пришла сдавать нормы ГТО в числе первых. Ее задача не только проверить себя, но и своим примером призвать товарищей из общества также попробовать сдать нормы ГТО. Личную карточку даете всем по возрастным категориям. Мне выпало разгибание рук в упор, лежа на полу, и наклон вперед, и там уже будет выборочные. Так что я выберу, наверное, стрельбу из положения сидя с опорой локти, потому что у меня есть 3-й разряд по пулевой стрельбе. Первые дни приема норм ГТО для людей с поражением слуха свои навыки пришли продемонстрировать спортсмены из Центра адаптивной физкультуры. Многие из них призеры и победители первенств и чемпионатов по вольной борьбе и легкой атлетике. Спортсмены, которые будут сдавать сегодня, послужат примером и дадут толчок для других людей. Проводился глубокий анализ, проводилась научная работа, научные исследования. И на основе вот этих исследований были выведены нормативы для людей, имеющих инвалидность. Зарегистрироваться на сдачу норм комплекса ГТО можно на официальном сайте. После получения универсального идентификационного номера обратиться в Центр приема ГТО и постараться выполнить нормативы, чтобы стать обладателем золотого значка. Александр Хавренко, Павел Пахомов, Якутск. Во Владивостоке завершился совет при полномочном представителе президента на Дальнем Востоке Юрии Трутневе. Главы регионов съехались в столицу Приморского края, чтобы обсудить важные темы, касающиеся развития макрорегиона.
Одной из них стала тема внутреннего туризма и сотрудничества в этом направлении между Приморским краем и Якутией. Приморье является универсальной логистической точкой для всего Дальнего Востока. И Приморский край, и наш регион развивают туризм примерно в одном направлении. Оба субъекта делают ставку на гастрономический и этнотуризм. Объединение сил и разработка совместных планов и стратегий могло бы увеличить туристические потоки в обе стороны, считают эксперты. Например, Приморский край – это действительно неплохой логистически с точки зрения туристских потоков хаб. Мы могли бы в том числе и поделиться туристскими потоками, которые прибывают к нам сюда. В свою очередь, мы значительно усилим тот турпродукт, который можем предложить вовне. Уважаемые друзья, прилетайте к нам, мы можем показать программу на несколько дней, а из Приморского края вы можете посетить еще несколько регионов Дальнего Востока, в том числе Якутию. Насколько было бы здорово зимой сформировать полноценный совместный пакетный тур. Первые елочные базары открываются в Якутске. Приобрести живой атрибут новогодних праздников можно на базе ГАО «Якутлесресурс» по улице Кеши Алексеева, 9/1. Как отмечают работники лесничества, в этом году из-за засушливого лета удалось заготовить ели и сосен меньше, чем в прошлом году. Сейчас на базе можно приобрести сосны, заготовленные в окрестностях Якутска. А после 15 декабря в столицу прибудут новогодние елки из Мегино-Кангаласского района. Из-за отсутствия летом дождей сосны и ели, заготовленные к празднику, выглядят не очень презентабельно, но работники лесничества уверяют, при правильном уходе за деревьями уже через пару дней ветки сосен раскроются и деревья станут настоящим украшением домов в праздники. Можно его поставить в ведре с мокрым песком или в воде. Тогда она приживается и начнет, хвоя позеленеет. Она раскрывается, уже начинает расти, поэтому можно нынче поставить. Сейчас кажется, они желтые, но они, если в тепло занести, воду поставить, они хвоя зеленеет. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание. До свидания.